Доброе утро, Якутия! Начинаем новый день. С вами Вероника Тамтосова. Всем хорошего настроения. У нас всегда море всего интересного. Ну а сегодня мы начнем с примет. Итак, главное суеверие, связанное с 11 июля. В народе этот день называют крапивное заговение. Считалось, что после этого дня крапива теряет свои лечебные свойства, поэтому именно в этот день ее активно собирали и готовили. Еще крапиву развешивали у окон и дверей, чтобы отпугнуть духов, и делали из нее ткань. Считалось, что собирать крапиву нужно голыми руками, потому что это полезно для здоровья. Но, может, и полезно, главное соблюдать осторожность и убедиться, что у вас нет аллергии на это растение. А еще в канун Петрова дня лучше не начинать с крупных дел и вообще не принято работать. Лучше заняться домом и уборкой. Но так начальству и скажу: не принято работать, буду отдыхать. Ну, вряд ли это возможно в течение рабочей недели. Ну, а вот способствует ли сбору крапивы погода, узнаем прямо сейчас. Итак, в центральных районах сегодня плюс 14, плюс 17, в заречной группе 15-18 выше 0, в южных плюс 11, плюс 14, в Вилюйской группе 13-18 градусов тепла, в Нижнеленских плюс 15, плюс 18, в западных 13-17 выше 0. В Колымо-Индигирской группе Улусов плюс 13, плюс 21, в Янских 17-19 градусов тепла, на северо-западе от 0 до плюс 18. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила плюс 15 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем небольшой дождь, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. В столице днем плюс 21, плюс 23 градуса. Ну, тепло, но, к сожалению, не жарко. Хотя для сбора крапивы, пожалуй, пойдет. Итак, летний сезон в самом разгаре, поездки на природу, путешествия. И многие из нас в них сопровождают наши четвероногие друзья. Конечно, собачку, кошечку так хочется взять с собой, но нужно помнить, что это может быть опасно для их здоровья, если вы не проходите ежегодный медицинский осмотр. Как это сделать и что нужно знать, узнаем прямо сейчас. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Мой питомец» мы будем разговаривать с вами об ежегодной диспансеризации наших питомцев. Что же включает в себя сама диспансеризация? Как правило, врач начинает прием с беседы, в ходе которой опрашивает владельца о наличии хронических заболеваний, питании, физических упражнениях, поведении, привычках, в общем, о состоянии здоровья питомца. Далее врач дает рекомендации по уходу и содержанию вашего четвероногого друга. Что же входит в саму диспансеризацию? В диспансеризацию входит измерение температуры тела, массы питомца. Нормальная температура для собак и кошек от 37,5 до 38 градусов. Так что, если вы видите, что ветеринар приподнимает хвостик вашего питомца и пытается ректально измерить его температуру, в этом нет ничего страшного, так как температура измеряется ректально и не доставляет никакого дискомфорта вашему питомцу. Затем идет наблюдение за кожными покровами и шерстью. Это отличные индикаторы для проверки здоровья вашего питомца, так как чрезмерная сухость, либо маслянистость, либо перхоть должны насторожить самого хозяина и обратиться обязательно в ветеринарную клинику. Осмотр ушей, носа, ротовой полости и глаз. Ушные инфекции, аллергия – это проблемы, которые может увидеть даже сам владелец, потому что аллергия также начинается с воспаления ушной раковины. Также зачастую инфекция начинается глубоко в слуховом проходе, и если ее заметить на ранней стадии, можно легко избавиться от этого недуга. Затем прослушиваются шумы в легких, шумы в сердце. Также идет тщательное прощупывание живота, пальпация. Если ветеринарный врач замечает какие-то отклонения, вас направляют на рентген, УЗИ и дальнейшую диагностику. Ну и, наконец, врач осматривает лапы, походку, когти. И если питомец прихрамывает, у него есть проблемы с мышцами и нервами, врач обязательно это заметит. Ну так вот, ваш питомец прошел полный осмотр, и вы, ветеринарный врач, будете уверены в том, что ваш питомец здоров. И следующая задача – содержать питомца в хорошем состоянии. Ну, самая главная задача – любить своего питомца, тогда и осмотры будут регулярны, и состояние, и настроение будет хорошим. Поэтому будьте внимательны к своим маленьким друзьям и смело тогда берите их в любое путешествие. Но мы спешим поделиться последними новостями.
Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Предлагаем блок новостей. Сложной остается лесопожарная обстановка в Якутии. Основной причиной лесных пожаров называют полузасушливые периоды лета. Как отмечают специалисты, лесные пожары активно действуют в южных районах республики. Туда редко приходят циклоны, которые вызывают осадки. При этом большая часть возгорания приходится на труднодоступные места. И чаще всего пожары останавливают естественные природные преграды. Есть такой термин «пирофильность нашей лиственницы». То есть она устойчива против пожаров, несколько раз может гореть, и это является нормальным явлением. Но я не хотела бы говорить, что это как бы обосновывать, пускай наш якутский лес горит, там, бог с ним, что будет. На самом деле надо бороться, потому что это лес должен развиваться естественным образом, и надо максимально ему помогать защищаться от пожаров. По большей части наши пожары возникают естественным путем, от молнии. Первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила повысить стипендию студентам-отличникам, чьи родители имеют группу инвалидности. Отмечается, что стипендию предлагают повысить тем, кто относится к категориям лиц, обучающихся на всех курсах образовательных программ, имеющих право на получение государственной стипендии или являющимся студентами в возрасте до 23 лет, имеющим одного родителя, инвалида первой, второй или третьей группы. Россияне должны собрать необходимые документы и подать заявление на получение некоторых мер соцподдержки, например, единого пособия на ребенка до 17 лет или субсидий на оплату жилья. Проактивно, то есть по факту наступления события без подачи заявления, предоставляют сертификат на материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, выплаты по больничным листам. Кроме того, ежемесячные денежные выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, а также страховая пенсия по старости и другие выплаты тоже назначаются в таком формате. В Нюрбинском районе филиал Центра занятости населения заключил 13 договоров с предприятиями на 65 детей на летнее трудоустройство. Основные виды работ для несовершеннолетних – это уборка сухого мусора, благоустройство и очистка территорий, посадка, прополка, поливка овощных культур и цветов. Так, в Нюрбе, начиная с 2000 года, успешно работает экологический лагерь «Зеленый патруль». Он открыт 3 сезона. Дети ухаживают за цветами, которые сами же посадили в начале лета. Также в их обязанности входит облагораживание общественных пространств и парка отдыха. Трудовой день длится 2,5 часа. На основании заключенных договоров работодатель производит выплату заработной платы не ниже установленного минимального размера платы труда. Со стороны Центра занятости материальная поддержка составляет 6276 рублей 75 копеек. В прошлом году было трудоустроено 165 детей, в этом году трудоустроено 110 детей. Лето, кроме каникул, отпусков и солнечных дней, это еще и опасная пора. Как обезопасить себя и близких, нам расскажут спасатели 2 класса аэромобильного поисково-спасательного отряда Станислав Захаров и водолаз 5-го разряда Станислав Соломахин. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, начнем, конечно, с водоемов. Сейчас уже нагремело, что у нас, к сожалению, тонут даже на организованных водоемах. Это наш городской пляж. Вообще, чем опасны водоемы сами по себе? То есть есть водоемы санкционированные, на которых, наверное, проводится проверка, да, соответствующая дна, а есть места, где любят просто люди отдыхать. Чем они отличаются, что уже исследовано и что нужно знать об этом? Санкционированные пляжи отличаются тем, что они, во-первых, проверены под водой. Любой гражданин, когда туда полезет, там, естественно, не будет никакой захламленности, ни стекол, ни бутылок всяких, ни бочек, ни чего остального, что может повредить здоровью, повредить за собой. И он будет спокойно, естественно, там нырять, плавать, то, что он будет делать. Несанкционированно, значит, там опасно тем, что там может быть любой, от проволоки до бочки, и все, что угодно там может лежать. Естественно, у нас люди очень любят нырять, и это очень легко туда напороться и удариться, все, что угодно. И по итогу очень плачевный результат получается. И поэтому я призываю купаться только на санкционированных пляжах и не более того. Но если так получилось, что вы куда-то выехали, то есть как безопасно себя вести на воде? Ну, понятно, не нырять, во-первых, в незнакомом месте, это мы уже разобрали. Что еще нужно знать? Ну, во-первых, нырять, наверное, скажу, не нырять не получится. Во-первых, надо, проверить дно, хотя бы от себя, не знаю, там, на рост, чтобы спокойно заходить в воду. Естественно, там, на стекла, на еще что-то, на арматуру, на проволоку, на все что угодно, все, что может помешать.
Естественно, если вы с детьми, то очень быть осторожными, ну, так как у нас показывают очень поощренные результаты, да, в последнее время. Естественно, за ними очень надо следить, ведь это дети. Ну и просто, не знаю, не находиться в состоянии алкогольного опьянения и держать как бы все на контроле. Это все просто. Какими навыками должен обладать человек, если он вот намерен купаться в наших водоемах? Потому что у Ну. нас достаточно сложные условия, если это не говорить о заводе, да, то есть это реки, имеют течение. Как минимум, человек должен уметь плавать на воде, Хорошо держаться на воде. Ну как хорошо, по крайней мере, держаться на воде. Вот. Если это, получается, протока, река, да, где есть течение, не дай бог вы нырнули, вас куда-то унесло, то первое, что это не бороться с течением, а плыть по направлению просто к берегу. Пусть у нас уносит хоть на 100, хоть на 500, хоть на километр, но ваша задача просто выползти на берег. И все. Ни в коем случае против течения нельзя гребсти. Все, естественно, если вы устаете, если вы умеете держаться на спине, перевернитесь, но ваша цель просто достичь берега. Можете кричать, ну, если у вас есть силы, но обычно, когда человек кричит, очень много энергии тратит на то, чтобы просто кого-то позвать. Если я вижу, что человек тонет, вот как вообще распознать, что человек тонет? Не всегда в первые моменты люди замечают его. На самом деле, да, это такой щепетильный вопрос, потому что когда человек тонет, он даже крикнуть не может. Он обычно захлебывается, естественно, у тебя вода заполняет легкие, и человек чисто физически не может крикнуть. На это очень тоже надо обратить внимание такое, потому что очень трудно отличить, либо человек балуется, да, либо человек тонет. И как бы есть люди, у которых глаз уже наметан, и, не знаю, мне кажется, либо человек балуется, либо человек тонет, без разницы, надо все равно вытаскивать, а там уже разбираться, ну, понравилось ему это или нет. Вот. Во-первых, если вы идете, человек начинает тонуть, вы уже конкретно это замечаете, позовите кого-нибудь еще на помощь, потому что первая задача — это спастись самой надо, то есть вам, а потом уже спасти человека. Вы пока до него добежите, доплывете, вы уже сами останетесь без сил. Ладно, вы умеете плавать. Не подходите с той стороны, со стороны лица, потому что он будет вас воспринимать как предмет, за который может схватиться, и он просто будет вас вниз толкать, топить. Занырните, либо подплывите сзади, не знаю, и обхватите его как будто вокруг шеи, ну и положите на плечо, и, естественно, надо гребсти на берег. Если вы с кем-то, то пусть второй человек зовет на помощь, и либо звонит там в службу 112. Ну, по крайней мере, это должны быстро отреагировать. Вот. Если есть какие-то рядом предметы, длинные ветки, палки, там, не знаю, 5-литровые бутылки, 2-литровые бутылки, это все вам поможет, потому что это все удержит вас на плаву. Как-никак, если, допустим, вы умеете плавать, вы это почувствуете. Ну или просто, там, если человек, он как-то более-менее адекватный, который тонет, не знаю, постарайтесь поговорить, и пусть он успокоится. Ну, это очень редко бывает, на самом деле. Это очень такая стрессовая ситуация, то, что из 10 людей, ну, 2 человека, они останутся как бы нормально в состоянии, и он просто схватится вам за плечи, не топя вас, и вы поплывете до берега. Ну, с водоемами, спасибо большое, мы разобрались, но что делать? У нас начнутся сейчас скоро ягоды, грибы, и все пойдут в лес. Как себя правильно вести в лесу? То есть как не потерять группу? Потому что ходят семьями, куда-то ушли дальше, потеряли там детей, не дай бог, пожилых людей. Что делать в этой ситуации? Ну, правильно заметили, у нас сейчас подходит сезон сборов грибов, ягод, и у нас участились случаи, народ выезжает в лес, да? Ну, хотелось бы напомнить, что, во-первых, надо сообщить родным, близким, в какой район вы езжаете. Так. Дальше, с собой, конечно, иметь спички, воду, хотя бы вот первые, что необходимые предметы. Ну, то есть каждому Да. Хорошо, раздали запас, Так. дальше? Выехали в лес, в зону, да, там, допустим, желательно не отходить от маршрута. Если вы идете группой, то не отделяться от группы, то есть по незнакомым местам желательно не заходить, не ходите. Ну и по одежде. Желательно одевать одежду яркую, допустим, красную, оранжевую, чтобы в случае чего вас можно было найти без труда. Ну, вот случилась ситуация, не дай бог, мы кого-нибудь потеряли. Ну, то есть ребенка, там, неважно, взрослого. Что делать? Ну, в любом случае, если вы потерялись, да, то главное успокоиться, не паниковать, то есть присесть, там, услышать, может, где-нибудь лай собак, там, машины где-то гудят. Можно вот это слушать и выйти.
Поэтому, обычно у нас как, если человек теряется, то у него возникает паника. Ему заходит мысль, то, что быстро надо выйти куда-то, и в этот момент он, Еще глубже уходит да, в да, лес. уходит, да. Ага. Вот. Есть ли какие-то рекомендации, что нужно объяснить точно детям, чтобы они знали? Вот если ты потерялся в лесу, ты должен знать, вот, ориентироваться по сторонам света. По там, сторонам еще света, что-то. ориентирование по дереву. Если, допустим, вышли на какую-то дорогу, да, это тропинка, то не отходить от этой тропинки. Лучше идти по тропинке, потому что рано или поздно вот эта тропинка вас выведет куда-нибудь, в жилой сектор или на дорогу, или на трассу. Ну вот элементарные такие вещи. На речку, если спустились, то тоже желательно идти по речке. Против течения? или Нет, по течению? вниз по течению. Ну, Вниз если по это маленькая речка, то тоже все равно выйдете к людям. Вот. Давайте напомним ориентацию по деревьям, по сторонам света. Я думаю, все забыли уже из курса. Ну, по деревьям, по веткам можно. Там у нас ветки обычно в южную сторону, где вот нарост больше бывает. Ну, как кажется, как бы смешно, Да, а на самом деле, если начинаешь курс природоведения вспоминать, Да. понимаешь, что ты все это забыл. Мгм. Хорошо. Куда лучше выезжать вот на данный момент? Есть какие-то зоны более приемлемые для сбора осеннего урожая, то есть это грибы, ягоды, чтобы чувствовать себя в безопасности? Я точно вам не могу. Скорее всего, держаться возле города, рядом с трассой. Вот что есть. Ну, то есть лучше да. все-таки незнакомые Да, места да, сильно не посещать. далеко ехать не надо. Ну и напоминаем, наверное, технику безопасности, в принципе, не разводить костры. Да, с костром, с огнем надо желательно аккуратнее быть. В принципе, всё. Спасибо большое. Надеюсь, что все пройдет благополучно, сезон будет спокойным для вас. И напомните, пожалуйста, контактные телефоны, по которым нужно обращаться, если что-то чрезвычайное произошло. Единый номер это у нас 112, или также можете позвонить на пульте оперативной дежурной службы сообщения 45 90 19. Вот там, Всё, все. спасибо большое. Всё. Дорогие друзья, полезные советы мы уже получили, а теперь расскажем о том, чем интересно можно заняться. Например, коптить рыбу. Еще не пробовали? Тогда мы сейчас расскажем, как это сделать. Развели большой костер. Сейчас дождемся равномерных углей и будем коптить. Листьев тройника надо много. Поэтому они очень хорошо сдираются без веточек, когда собираем в обратную сторону. Так, вот мы собрали листья тольника. Немножко подсолили окуней, которых поймали. Окуней, значит, просто потрошим, чешую не убираем. Так, вот у нас получились равномерные угли. Мы на них засыпаем примерно 3-4 сантиметра равномерно листья, в общем говоря, тольника. Так вот, ложи их. Ага. Выкладываем рыбу. Голова, хвост. Засыпаем листьями. В принципе, вот так вот мы уложили рыбу, сверху накрыли листвой и зажали с двух сторон большими бревнами, чтобы дым циркулировал именно внутри листьев. В принципе, можно этого не делать, но у нас, к сожалению, вот ветерок такой довольно-таки сильный. Прошло 20 минут, и мы снимаем рыбу. Получилось у нас отлично. Окуня горячего копчения. Получились очень вкусные окуни горячего копчения. Данных окуней, как вы видели, мы закоптили из подручных средств в походных условиях, из того, что нашли на самой природе. Получается очень вкусно, легко, а главное очень быстро и полезно. Уверена,
уверена, что очень вкусно, но я вот, наверное, между рыбой и шоколадом выберу все-таки шоколад. А вы любите шоколад? Я вот очень. И даже несмотря на стремление отказаться от сахара, от шоколада хотя бы в виде напитка никак не могу. А что делать? А вы знали, что самая дорогая шоколадка в мире была продана за 40 тысяч рублей? Это был шоколадный батончик Кэтбери. Его уникальность в том, что он в 1901 году побывал вместе с Робертом Скоттом в первой американской экспедиции в Антарктиду. На момент продажи шоколадки было 100 лет. Ну, вряд ли можно было ее съесть, но, наверное, ценность историческую она точно имеет. Дорогие любители шоколада, поздравляю вас с Международным днем. Ну а какими датами, событиями богат день сегодняшний, еще узнаем прямо сейчас. На календаре 11 июля. Сегодня отмечают Всемирный день шоколада и Всемирный день народонаселения. По народному календарю этот день называли также крапивным заговением. Считалось, что после этой даты жгучая трава теряет свои целебные свойства. Поэтому нужно было успеть сварить щи из листьев крапивы, последние в этом году. Накануне Петрова дня с деревьев начинали осыпаться листья, люди говорили «упало по листу, придет август, упадет по два» и начинали ждать осени. В некоторых районах огородники уже начинали копать первый картофель, замечали приметы. Если кукушка в это время переставала куковать, это означало, что зима наступит рано. Этот день в истории. 1897. Предпринята первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата. 1974. Найдена знаменитая китайская терракотовая армия. 1941. Началась героическая оборона Киева во время Великой Отечественной войны. 1998. В Москве состоялось торжественное открытие Всемирных юношеских игр. В этот день родились 1903. Рудольф Абель, советский разведчик, полковник. 1910. Сергей Вернов, советский физик, академик, специалист в области физики космических лучей. Именины сегодня отмечают Григорий, Иосиф и Сергей. На сегодня день, настроение мы себе уже подняли, пора и свой организм разбудить. Даже если вы сова и вам тяжело даются утренние подъемы, не забывайте о том, что нужно делать зарядку. Ученые выяснили, что регулярные упражнения, выполняемые хотя бы в течение 1 часа в неделю, помогут вам снизить уровень стресса. Почему бы тогда не начать день с зарядки? Утренние занятия помогут выработать большое количество эндорфинов, которые не позволят вам чувствовать себя подавленными и расстроенными после пробуждения. Хорошего дня и делаем зарядку прямо сейчас. Всем доброе утро! Сегодня мы с вами начинаем зарядку на коврике, все поднимаемся. Сегодняшняя тренировка понравится всем девушкам, женщинам. Обязательно подключаемся, потому что тренировка у нас будет с акцентом на ягодицы. Мы с вами становимся на четвереньки, ладони на ширине плеч, коленки тоже от макушки до копчика. У нас одна прямая, без лишних изгибов в зоне поясницы. Первое наше упражнение — это будут махи с согнутой ножкой. Ножку поднимаем и пятками тянемся к потолку. Работаем только ногой. Приготовились? Все вместе начали. На выдохе. Выдох. По 15 раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. Сразу правой же ножкой ногу выпрямили и выполняем махи. Здесь у нас колено, стопа работают вместе. 3, 4, 5, 6, 7. Каждый мах выполняем на выдохе. 10. Еще 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Окей. Следующее, третье. Сразу коленку слегка тянем к груди и выполняем мах наверх, но без лишних прогибов. В зоне поясницы спинку держим ровно, неподвижно. Вдох, выдох, вдох, выдох. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще 5 раз. 1, 2, 3, 4,
5. Хорошо, правой ножкой закончили, переходим на левую ногу. Все то же самое повторяем по 15 раз. Готовы? И поехали, согнутой ножкой. Пяткой к потолку, выдох. Выдох, голень у нас прямая, таз не вращаем. 6, 7, 8, 9, 10, дышим. Выдох, 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо, выпрямляем ножку и сразу колено и стопа работают вместе. 3, 4, таз, не трогаем, не шевелим ею. 6, 7, 8, 9, 10, еще 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. И третье упражнение. Сразу коленку к груди и небольшой мах наверх. Поясницу не трогаем. 2, 3, 4, 5. Выдох. 6, 7, 8, 9, 10 и еще 5 раз. Давайте напоследок. 1, 2, 3, 4, 5. Хорошо, отлично. Мы с вами закончили. Желаю всем плодотворного дня. Отличная зарядка. Ну а сегодня у нас в гостях молодые девушки, для которых гимнастика – неотъемлемая часть жизни, а не просто увлечение. Бронзовые призеры 8-х игр «Дети Азии» по художественной гимнастике, финалисты и победители российских соревнований Фадеева Елизавета и Петрова Нарьяна. Доброе утро. Здравствуйте. Какие вы красивые, какие потрясающие медали. Но сказали вы только бронзовые, а я вижу, что что-то сложнее. Так? Золото. Золотые медали. Это золото мы выиграли в финале с обручами. Вот, то есть мы, просим прощения, дорогие телезрители, мы немножко ошиблись. У нас не бронзовые, у нас даже золотые медалистки 8-х игр «Дети Азии». Очень рада вас приветствовать. Какие впечатления от игр? Вообще игры прошли на высшем уровне, организация была на высшем уровне. Все было просто замечательно, мне все очень понравилось. Спортивные объекты очень хорошо отреставрировали. Вот, проживание было хорошее, даже питание предусмотрели хорошее. Даже предусмотрели автобусы, как доезжать до спортивных объектов. Ну, то есть проблем у вас с организационных моментов не было. У вас какие впечатления именно от самого участия? Волновались, не волновались? Что было самым сложным? Мне все очень понравилось, и тоже организация очень хорошая, все предусмотрели, ну, все в целом, все нормально. Ну, в общем, стандартные соревнования, только с хорошей организацией. Ясно. Долго готовились? Готовились мы год, шли к этому год. Да, были сложные тренировки, но это того стоило. Я знаю, что готовились вы даже за пределами, по-моему, республики. Как вот удается совмещать и учебу, и спорт? Вот мы, получается, у нас тренировки, они у нас обычно по 8 часов в день, то есть, получается, первая и вторая тренировка. Между тренировками у нас перерыв. Ну, в перерыв вот учились, вечером после тренировки учились. Иногда можно было утром что-то повторить. Ну и на выходных. Дистанционно, да, тоже частично. Кому больше всего благодарны? То есть это такое достижение в международных соревнованиях практически, занять такие высокие места, так высоко оценили вашу работу в течение года. Вот я бы хотела выразить от лица всей нашей команды Саха-Якутия вот благодарность руководителю Комдрагметалла. Это у нас Кычкин Александр Егорович. Также хотела бы выразить огромную благодарность за поддержку, за помощь нам Николаевой Людмиле Валерьевне, президенту Федерации художественной гимнастики. Также хотела выразить благодарность Долгунову Николаю Николаевичу. Ну и, конечно, нашим тренерам Дудкиной Ксении Павловне, Куликовой Анне Сергеевне. Они с нами проводили в зале 24/7, всегда были рядом с нами, всегда нам во всем помогали. Я их очень сильно люблю, они, правда, лучшие. Ну, очень радостно, что у вас такая крепкая команда, что такие тренера, которые стали практически второй семьей. Но а ваше дальнейшее будущее, как вы видите? То есть будете ли вы связывать его с профессиональным спортом? Да, я бы хотела на самом деле продолжить заниматься, потому что мне это доставляет удовольствие, мне это нравится. Я люблю свое дело и не хочу его заканчивать. Во сколько лет вы начали тренироваться?
Меня привела моя подруга, она в детском садике тренировалась, и я тоже захотела, и очень захотела, и пошла в гимнастику в 6 лет. Ну, то есть довольно не очень рано, да, но сразу получилось, что это ваше. Вы почувствовали, что это неотъемлемая часть вашей жизни будет. Что самое сложное в гимнастике? То есть график, питание, не знаю, может быть, изучение новых каких-то позиций, там, художественных вариаций, что? Вот лично для меня, сколько не физическая сложность, вот это вот то, что следить за весом, то, что вот это все, это, конечно же, ну, когда идешь в профессиональный спорт, это надо ожидать. Наверное, вот есть такие большие сложности перед выходом на ковер, например, побороть волнение. То есть такие сложности тоже бывают, и, например, вот также следить за эмоциями своими. Вот такие сложности тоже бывают. Насколько сложно вам перебороть волнение? Ну, то же самое, то есть перед выходом на площадку очень становится страшно, но надо это все перебороть. Что бы вы посоветовали тем, может быть, даже не детям, потому что в гимнастику приходят достаточно рано, а родителям? Вот как правильно объяснить ребенку, который хочет и видит вас на выступлениях, видит видео с шикарными, потому что очень красивые костюмы, очень красиво все выглядит, хочет быть как вы, что сказать? То есть родителю уже тоже морально тяжело, то есть ребенку такую нагрузку сразу дают. Как найти правильные слова? Вот что вам помогало в детстве именно? Именно вот перед выходом на ковер? Да. Ну, вот это вот тоже индивидуально, нужно каждому иметь свой подход, то есть каждый ребенок на разные слова реагирует по-разному. Лично мне мама всегда говорила, просто выходи и показывай спектакль. Никогда не волнуйся, и все будет хорошо. И потом уже вот с возрастом я уже поняла то, что нужно просто выходить, делать без волнения. Самые главные ошибки, которые вылазят, это все из-за волнения. Самое интересная и самая любимая ваша дисциплина? То есть там же работа с предметами, еще какие-то направления. Что вам больше всего нравится? Мне вот нравится все, вот правда. С каждым предметом работать очень интересно, и у каждого предмета, ну, должен быть каждому предмету индивидуальный подход. Но и это и интересно, конечно, очень. С каждым предметом. Вам что больше нравится? Мне больше всего нравится работа с предметом. Там очень интересно, и интересно делать новые мастерства всякие разные, риски, там вот это интересно делать. Насколько сложно работать в команде? То есть у вас же индивидуальный зачет, это понятно, а вот командный зачет, когда вас достаточно много. Кстати, прошу прощения, сколько сейчас? Нас 5 в команде. Ну, серьезное количество. Как найти общий язык и синхронизироваться? Ну, у нас очень повезло нам то, что вот, например, я с Нарьяной, и также у нас еще есть одна девочка, Виолетта Алексеева, вот мы втроем из Якутска. То есть мы как бы друг друга давно знаем, и уже, наверное, из-за этого как бы нам было проще. Вот у нас еще также 2 девочки из Самары, но они приехали, и они очень быстро адаптировались. То есть, можно сказать, нам в этом даже повезло, то, что у нас хорошие девочки, мы очень дружная команда, поэтому как-то это было для нас легко. Ну, очень приятно было вас видеть, еще раз вас лично поздравить. Жалко, конечно, что не всю команду удалось пригласить. Очень гордимся вашими достижениями. Я думаю, что вся республика за вас болела. Хочется что-то пожелать юным спортсменам, может быть, с которыми вы знакомы, чтобы они в следующий раз тоже непременно приняли участие? Ну, самое главное, я бы хотела вот сказать, это то, что никогда нельзя сдаваться. Всегда нужно идти до конца, даже если какой-то период, что что-то не получается, и кажется, что это уже конец, ну, на самом деле нет. Нужно просто попробовать еще раз и не сдаваться. Спасибо за такие слова. Я уверена, они будут иметь большое значение для всех юных гимнасток, для которых вы являетесь образцом для подражания. Дорогие друзья, вот такие у нас победительницы, красивые, умные, талантливые, и мы непременно будем болеть за них и дальше. Ну а прямо сейчас спешим поделиться последними новостями.
Якутия, доброе утро. Смотрите блок новостей. Госдума приняла закон о ежегодной семейной выплате работающим гражданам, имеющим 2 и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума. Выплата предоставляется гражданам России, которые постоянно проживают на ее территории, являются налоговыми резидентами страны и с их доходов уплачен НДФЛ. Размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного начисленного НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной из того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13,6% налога будет возвращаться семье по итогам года. Правительство России усилило контроль за оборотом сильнодействующих лекарств. Теперь при продаже препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, обязательно внесение сведений о рецепте на них в систему мониторинга, сообщила пресс-служба Минздрава России. Данные изменения направлены на совершенствование порядка мониторинга движения сильнодействующих препаратов и призваны усилить контроль за оборотом такой продукции, пояснили в министерстве. А в честь скорого открытия аллеи славы героев России во Владивостоке прошла встреча постпредства Якутии с военнослужащими воинской части. Пообщались со 155-й бригадой морской пехоты. Одним из героев России, награжденным посмертно, стал Дмитрий Николаевич Егоров, которому в скором времени установят бюст. Гостями мероприятия стали глава Сунтарского улуса, герой России Филипп Евсеев и родной брат Дмитрия Егорова Алексей. Также на мероприятии раздали гуманитарную помощь, а жители Верхневилюйского района передали военнослужащим дары родной природы. Здесь будут установлены бюсты героев Российской Федерации, к сожалению, которые удостоились этого высшей награды посмертно. Это гвардии капитан Иванов Андрей Андреевич и гвардии матрос Егоров Дмитрий Николаевич. Они здесь также будут, их бюсты будут установлены, и на всех мероприятиях будет чтиться память и также возлагаться цветы и всегда отдаваться честь. В том числе будет патриотическое воспитание для наших военнослужащих, которые непосредственно сейчас проходят у нас службу. Подведены итоги 12-го республиканского цеха Улон-Хо в Амгинском районе. Участниками и гостями национального праздника стали несколько тысяч человек из разных районов республики, городов России и зарубежных стран. На площадках провели более 80 мероприятий, спектакли, обряды, благословения, конкурсы кузнецов, запивалу соха, изготовление якутского лука, соревнования по национальным видам спорта и многое другое. Всех собравшихся поздравили и поблагодарили за работу председателя Организационного комитета вице-премьера Якутии Сергей Местников. Организаторы очень хорошо отработали, все специалисты, все организационный комитет, все очень хорошо отработали, поэтому все прошло на очень высоком уровне. Именно организованных посетителей было где-то 3500-3700, а так в целом вообще неорганизованный поток был где-то около 25 тысяч человек. Как народ отметил, все прошло на высшем уровне. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Ну а чтобы день был по-настоящему удачным, наверное, пора строить планы на выходные. И один из них может быть поход в кино. Какие фильмы можно посмотреть, узнаем прямо сейчас. Смотрите в кино с 11 июля. Ты что здесь делаешь? Да вот, за кокосами слетал. Хорошо, летим, Мик-Мик. Анимационный мультфильм «Большое путешествие вокруг света». Мультфильм рассказывает о самом невероятном приключении, в которое предстоит отправиться медведю Мик-Мику и его разношерстной команде. После целых 2 больших приключений медведь мечтает о спокойствии и тихой размеренной жизни. Но его мечтам не суждено сбыться. Долгожданное пополнение вновь подкидывает герою проблем. Непутевый аист приносит не того ребенка. Снова. Чтобы исправить ситуацию, Мик-Мику предстоит отправиться в новое путешествие. Правда, на этот раз все будет не так уж просто. Большое путешествие 3 вокруг света. Скоро в кино. Итак, Максим, твой агент говорит, ты довольно популярна в области кино и развлечений для взрослых. Это верно? Мне любопытно, ты всегда стремилась к этой профессии? Я хотела быть знаменитой.
Максин 3 икса. Голливуд 80-х годов. Амбициозная звезда Максин мечтает пробиться в большое кино и, наконец, получает роль в фильме ужасов. Но когда что-то непонятное начинает происходить с людьми вокруг нее, Максин понимает, что кровавый след тянется к ее прошлому. Максим. Ты чертова кинозвезда. Максим 3 икса. В кино с 11 июля. Ты из тех, кто наделен даром проникать в чужие сны. Но учти, мало кто может покинуть их. Зло из моих кошмаров проникло в реальность и угрожает моим близким. Я должен изменить эти сны, чтобы спасти свою девушку. Астрал – ночной кошмар. После гибели родителей студента Респати мучают кошмары. А сам он обнаруживает, что может проникать в чужие сны. Когда зло из сновидений начинает воздействовать на реальную жизнь и ставит под угрозу его девушку, ему приходится учиться действовать в этих снах, чтобы ее спасти. Но попасть в сон не самое сложное, куда сложнее выбраться обратно. Астрал. Ночной кошмар. В кино с 11 июля. Говоря о летнем отдыхе детей, в первую очередь думаешь о лагере. А что самое главное? Это хороший вожатый отряда. Название профессии вожатый впервые появилось в 1922 году, когда вожатыми стали называть руководителя пионерского отряда. Должность вожатого начинается становиться престижной, и уже в 1926 году 54% всех отрядных вожатых СССР составляли молодые рабочие. Но вожатый детского лагеря – это не просто педагог, который находится в течение всей смены вместе с детьми. Это человек, для которого профессия вожатого становится состоянием души и настоящим призванием. Какие они современные вожатые, узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, меня зовут Алексей, и я работаю в детском лагере. Я работаю вожатым уже 6-й год. До этого я прошел переподготовку педагога, то есть умение работать с детским коллективом. Работать с детским коллективом – это очень трудоемкая работа, потому что мы работаем с детьми до 18 лет. А это значит, что от нас зависит, какие впечатления, какие эмоции останутся у ребенка после лагеря. Перед сменой каждый вожатый планирует свой распорядок дня. И еще и с педагогическим составом они планируют план-сетку всего сезона. В сезоне у нас есть различные классные мероприятия, такие как «Мисс и Мистер», «Дэнс Баттл», «Шоу талантов», «Голос дети», спортивные состязания и интеллектуальные игры и так далее. Эти мероприятия проводятся с учетом возрастных особенностей, ведь, как мы знаем, в лагерях бывают дети разных возрастов. Основная задача вожатого – это найти индивидуальный подход к каждому ребенку, ведь каждый ребенок у нас разные интересы. Ребенок переходит в лагерь, совершенно другую среду, где никого не знает. И поэтому наша задача делать из детей один единый коллектив, чтобы они были сплоченными, дружными и веселыми. Вожатый – это не профессия, вожатый – это призвание. Не каждый может работать с детьми. Вожатый должен быть талантливым, креативным, интересным, и он должен уметь организовать доступ детей. Отдых – это, конечно, здорово, но лето – это пора поступления в учебные заведения. Помимо результатов ЕГЭ, дети еще могут поступить по целевому направлению. Какие квоты в этом году, расскажет руководитель отдела государственной службы кадровой антикоррупционной политики и наград Степан Грязнухин. Степан Игоревич, доброе утро. Доброе утро. Ну, скажите, пожалуйста, как формируются квоты на целевое обучение? Вообще, как проходит весь процесс формирования квот? Да, мы ежегодно совместно с Министерством образования и науки направляем заявки в адрес Министерства образования Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации. Вообще квоты у нас формируются с учетом потребностей медицинских организаций и с учетом вакансий, имеющихся у медицинских организаций. То есть мы ежегодно делаем расчеты и отправляем квоты, заявки, то есть 2 раза в год. То есть это мы отправляем в июле на следующий учебный год. То есть мы уже сейчас готовим, формируем и отправляем на следующий 25-26 учебный год. И эти же заявки мы корректируем в феврале месяце
И уже в мае, в апреле месяце мы уже получаем детализированные квоты для субъекта Российской Федерации, то есть для Республики Ну, Саха-Якутия. то есть, получается, квоты зависят от того, каких специалистов нам не хватает. Все правильно. Ну, логично. А сколько ребят учатся по целевым договорам сейчас? На сегодняшний момент у нас обучается в районе 2200 целевиков. Это у нас все медицинские работники будущие. Это у нас 1500 с лишним ребят обучаются по программам высшего образования. Это ординатура, специалитет. И более 700 обучаются по программе среднего специального образования. То есть это медсестры, фельдшера и так далее. А какой порядок поступления на целевые места вообще в вузы? В текущем году у нас порядок поменялся, закон об образовании Российской Федерации поменялся. Сейчас порядок у нас идет через портал «Работа в России». Если в прошлом году мы принимали, был работодатель, абитуриент и потом Минздрав, то сейчас идет портал, там абитуриент выбирает себе будущую медицинскую организацию, выбирает вуз и выбирает специальность. В этом году также ввелись ограничения для целевиков. Это в плане того, что если в прошлом году целевик, абитуриент, который поступает по целевому обучению, мог выбрать до 5 образовательных организаций, то есть это 5 вузов мог выбрать, куда подать заявку, то в этом году только одну заявку. То есть надо абитуриентам, которые поступают в этом году, уже более так серьезно отнестись к выбору, выбрать специальность, выбрать вуз и выбрать медицинскую организацию, где есть данная квота. А если работодатель уже найден, допустим, ну, практику проходили, да, когда-то там, может быть, после среднеспециального, допустим. Да, через портал «Работа в России» он спокойно направляет заявку. А после направления заявки он идет в приемную комиссию самого вуза, сдает документы и ждет зачисления. После зачисления нам вуз дает список ребят поступивших, после этого только заключаются целевые договора, только с поступившими ребятами. Так, получается, следующим образом, если работодатель еще не включен в данную программу, то, но желает включиться, ему нужно зарегистрироваться на портале. Да. Тогда студент сможет его выбрать. Да. А, соответственно, поступление уже происходит по итогам сдачи экзаменов. Все правильно. То есть все равно в любом случае, даже если ты идешь на целевое обучение, нужно иметь в виду, что экзамен нужно сдать достойно, чтобы ты проходной балл набрал. Все правильно. Ну, более-менее понятно. Это с высшим учебным заведением. Да. А что со среднеспециальным? Со среднеспециальным чуть механика другая. Это у нас, получается, идет за счет контрольных цифр приема Республики Саха-Якутия. Это не федеральные квоты. Там через портал «Работа в России» мы пока не работаем. Мы работаем как в прошлом году. То есть у нас на сайте Министерства здравоохранения написано перечень медицинских организаций, где имеются квоты по тем или иным специальностям. Абитуриент выбирает, связывается с медицинской организацией, то есть непосредственно с будущим своим работодателем, заключает с ними договор о целевом обучении и идет в приемную комиссию. То есть, например, если выбрал Якутский медицинский колледж, идет в Якутский медицинский колледж, сдает документы, проходит конкурс также, проходит обязательное тестирование на профпригодность, и после этого, как его тоже зачислят, Министерство здравоохранения с ним подписывает договор. Как вы считаете, мы достигнем того момента, когда у нас все будут работодатели на портале? На сегодняшний день у нас по медицинским организациям нашим подведомственным 100% все находятся в портале «Работа в России». Это обязательное условие. Какие специальности наиболее востребованы сейчас? На сегодняшний день востребованы, если смотреть, это у нас хирурги-врачи, акушеры-гинекологи, врачи-кардиологи, врачи-неврологи. Ну и сейчас у нас терапевтические такие вопросы тоже появляются. Это врачи-эндокринологи и врачи-терапевты. Ну, то есть достаточно широкий выбор специальностей. Но это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, пугает. Но я бы не сказал, что пугает. У нас на самом деле среди субъектов Российской Федерации укомплектованность достаточно высокая. Средний медперсонал у нас укомплектован на сегодняшний день достигает 92%. Это в целом по Республике Саха-Якутия. И врачами в районе 78%. Правильно понимаем, что на портале есть не только городские, но и, соответственно, районные организации? Да, все правильно. То есть ребята, которые хотят вернуться потом домой, они уже могут заключить договоры непосредственно и отработать у себя в районе. Да, политика Министерства здравоохранения сегодня нацелена так, чтобы максимально укомплектовать сельскую территорию. То есть мы больше квот даем как раз-таки для центральных районных больниц Республики Саха-Якутия. Насколько сложно сейчас поступить в медицинское учебное заведение? То есть вот тем, кто уже не тем, кто в этом году поступает, а кто будет готовиться с сентября? Ну, все зависит от самого ребенка. У нас сейчас тем, кто в городе Якутске, им повезло, у нас есть малая медицинская академия при Северо-Восточном федеральном университете, которые подготавливают специалистов будущих, профориентацию, готовятся к экзаменам ЕГЭ.
Но все зависит от баллов ЕГЭ, конечно же. Если ребенок, соответственно, сдал ниже порога, то, соответственно, он не поступит. Ему второй вариант открывается, то есть мы никому не отказываем, да, кто-то соглашается идти на профессию медицинского работника, то у него второй вариант. Это он, получается, поступает в СУС, среднее специальное образование, заканчивает сестринское дело, например, обучается 1 год и 10 месяцев. И после этого, да, он имеет право поступить на высшее образование без сдачи ЕГЭ. То есть он уже по вступительным экзаменам сдает. Ну, то есть можно, в принципе, достаточно продолжительное обучение на профессии медицинской, да, то есть просто добавить к нему еще 2 года. 2 года, 10 лет получится учеба. Ну, что делать, это серьезно. Да. Но а вы, вот как считаете, насколько престижна сейчас профессия врача? Профессия врача на сегодняшний день, я считаю, думаю, очень престижная. Во-первых, идет всесторонняя поддержка от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В этом году также для первичного звена здравоохранения были повышены президентские выплаты. Это тем, кто работает в первичном звене, это врачам от 50 тысяч рублей выплачивается. Точнее, 50 тысяч рублей выплачивается. Дополнительно к той заработной плате, которая у них имеется. То есть поддержка идет. Плюс мы проводим, республика проводит конкурсы. В прошлом году у нас был конкурс «Открой для себя здравоохранение», где участвовали наши медицинские организации, молодые специалисты, команды. Конкурс проходил под эгидой главы Республики Саха-Якутия, и победителю было вручен сертификат, на первое место, кто занял, сертификат на стажировку в Китае. Ну, здорово. Да, а студентов как поддерживаете? Студенты, мы их поддерживаем мерами социальной поддержки, кто обучается. Это действует в рамках постановления правительства 286 Республики Саха-Якутия, где мы им выплачиваем дополнительную стипендию. Если ребенок обучается за пределами Республики Саха-Якутия, мы им дополнительно... Прошу прощения, время заканчивается. Спасибо огромное. Но мы уже поняли, что это престижно и замечательно, но обязательно в следующий раз тоже обсудим. Спасибо большое. Всем до новых встреч, хорошего дня.